Здравствуйте, меня зовут Уарова Динара Михайловна, я являюсь начальником отдела финансовой и инвестиционной деятельности Департамента градостроительства окружной администрации города Якутска. Наш отдел департамента занимается финансовой частью реализации инвестиционных проектов в городе, в том числе также и строительных и ремонтных работ. Ремонт улично-дорожной сети города Якутска, строительством социальных объектов, в том числе школ, детских садов, культурных центров. Также мы реализуем программу «Доступная среда» на территории городского округа, обеспечивая пандусами для обеспечения доступа мобильных групп населения в городе к социальным объектам. Вот. Данное мероприятие у нас реализуется в соответствии с муниципальными программами, которые утверждены распоряжениями главы городского округа города Якутск. Департамент градостроительства также является администратором доходов бюджета города, в том числе от поступления доходов от развития застроенных территорий, части кварталов города и предоставления сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сокращенно СГД. Целью работы отдела является обеспечение планирования, использования и контроля за средствами бюджета, которые доводятся на реализацию мероприятий, в том числе республиканские средства и федеральные средства, которые доводятся до бюджета города посредством субвенций или субсидий. Данные средства обычно являются целевыми и направляются на конкретные объекты. Цель исполнения плана поступления налоговых доходов от развития застроенных территорий и предоставления сведений СГД. В прошлом году мы провели 10 аукционов на развитие застроенных территорий, по результатам которых заключено всего 4 договора. И поступление доходов составило 24,7 миллиона рублей. От предоставления сведений СГД поступление дохода составило 467 тысяч рублей в бюджет за прошлый 2016 год. В общем, за 2016 год у нас освоено порядка 1 миллиарда 250 миллионов рублей, в том числе на реализацию основных наших муниципальных программ. По муниципальной программе «Комплексное развитие территорий городского округа» по итогам 2016 года исполнение составило 95%, при уточненном плане 1 миллиард 396 миллионов. В рамках данной муниципальной программы нами проведены работы по строительству школы номер 18, мы ее завершили и сдали в прошлом году. Проведены ремонт улично-дорожной сети в рамках действующих муниципальных контрактов с ПАО «Дорис». И также завершены работы по капитальному ремонту здания «Оранжевый слон» для расширения школы номер 17 и размещения дополнительных классов. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем населения, финансирование которой в прошлом году у нас составило 90 миллионов рублей, исполнение составило 100%. У нас проведены работы по сейсмоусилению в здании школы номер 14, 28 и многоквартирного дома по улице Стадухина, 82. В рамках муниципальной программы развития образования мы в прошлом году провели работы по реконструкции здания детского сада номер 5 по улице Кузьмина, 19, и исполнение по которому составило полностью 99%. В рамках муниципальной программы поддержки и развития предпринимательства провели работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции здания ТЦ «Факел», который находится у нас в поселке Марха, для размещения там бизнес-инкубатора для города Якутска. Также у нас большие работы проведены по муниципальной программе комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой в основном были проведены работы по подготовке города к международным спортивным играм «Дети Азии». Проведены у нас покрашены фасады 79 жилых многоквартирных домов, оформлены 4 дома в стиле стрит-арт, заложен памятный камень на месте установки строительства сквера Романа Дмитриева, который мы будем реализовывать в этом году. Также благоустроена территория детской школы искусств на территории. Дальше. И кроме этого у нас были работы по ремонту площади Орджоникидзе и
подвели инженерные к сети, вот церемония открытия самих игр к озеру Сайсара. Также у нас есть непрограммная деятельность, которую в 2016 году в основном мы провели реконструкцию здания по Горького 90/1 для размещения отдела полиции города. Мы провели усиление строительных конструкций и грунтов основания здания школы номер 36 «Надежда» города Якутска, а также дополнительные мелкие работы по подготовке к детям Азии. В 2016 году также из резервного фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций нам были выделены средства в размере 3 с лишним миллионов, которые мы исполнили в полном объеме и направили на несколько мероприятий, в том числе на георадиолокационные исследования по изучению состояния грунтов по улице Дзержинского, где был у нас провал несколько лет назад. Также были проведены обследования фундаментов жилого дома по Ленина 42 для избежания обвала. Также укрепительно-восстановительные работы подъезда в доме номер по улице Орджоникидзе 5. Вот. Кроме того, в рамках муниципальной программы обеспечения жильем работников бюджетной сферы мы провели корректировку проектно-сметной документации для строительства жилых домов в селе Маган и Тулагина для их предоставления для работников бюджетной сферы. Так, на 2017 год у нас в этом году предоставлены средства в размере 1 миллиарда 390 миллионов рублей, которые также будут направлены на реализацию нескольких муниципальных программ, основными из которых является комплексное развитие социальной инфраструктуры города, также комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Якутска. Также новая программа у нас появилась в этом году муниципальная. Формирование современной городской среды, в рамках которого мы планируем строительство нескольких скверов и бульвара Учителя в этом году. Так, основными, конечно, мероприятиями у нас является ремонт уличной дорожной сети. Мы будем продолжать работы, которые были начаты в прошлом году, и по нескольким улицам, которые не завершены. Планируем их полностью в этом году завершить. А также мы начнем работы по ремонту 9 новых улиц. В том числе у нас идет Окружное шоссе, улица Кальвица, Чернышевского будем ремонтировать, Ломоносова, Петра Алексеева, Жарницкого и Черяева. Также будет построена новая транспортная развязка на пересечении улицы Кальвица, Жарницкого и Пирогова. Также мы проведем ремонт подъездной дороги к медцентру от остановки ДКП. Для того, чтобы мы смогли отремонтировать в 2018-2019 году новые дороги, мы будем разрабатывать проектно-сметную документацию 21 улицы города Якутска. Также нами в этом году, получается, будет продолжена работа по строительству 35-й школы. Надеемся получить финансирование с республиканского бюджета. В настоящее время оттуда выделено нам 25 миллионов. В городе также предусмотрено 23 миллиона. Эти средства мы планируем к концу года освоить полностью и построить, продолжить работу по строительству. Также по социальным объектам мы будем разрабатывать проектно-сметную документацию по строительству пристроев к 4 школам города Якутска, в том числе 31-я, 1-я, 5-я и ЕГЛ. Так, будем проводить капитальный ремонт здания специальной коррекционной школы 8-го вида номер 4 на общую сумму порядка 25 миллионов. И проведем укрепительные работы здания номер 36 «Надежда» на общую сумму порядка 14 миллионов. Вот. В селе Табага и Маган начнутся работы по строительству культурных центров, которые будут введены, скорее всего, к концу 2018 года. Так, в рамках мероприятий по доступной среде предусмотрено 5 миллионов у нас, за счет которых будет обеспечена доступностью 14 социальных объектов на территории городского округа для маломобильных групп населения. Также крупными объектами, которые мы построим в этом году, является бульвар Учителя, на котором будет установлен памятник учителя Алексея Михаила Андреевича. Также строительство сквера Романа Дмитриева, который мы планируем завершить к августу текущего года.
И построим сквер братьев Даниловых, Сафрона и Семена в честь их юбилея. Так, на данное мероприятие, в общем, предусмотрено у нас сейчас в бюджете города Якутска 86 миллионов. Так, работы по сейсмоусилению у нас будут завершены, которые были в прошлом году начаты. Это школа номер 14 и 28 школа. На общую сумму порядка 57 миллионов. Также основным направлением деятельности департамента в этом году будет выявление и снос самовольно возведенных объектов на территории городского округа, и на снос которых у нас предусмотрено порядка 2 миллионов. В этом году мы будем продолжать работу по украшению фасадов многоквартирных домов стрит-артом. У нас в настоящее время пока планируется украсить 2 дома. И также провести ремонт фасадов зданий, тоже многоквартирных домов, которые у нас находятся на месте строительства бульвара Учителя. Вот. Также у нас исполнение бюджета в настоящий момент по развитию застроенных территорий, готовятся аукционы, которые будут объявляться. План на этот год составляет порядка 30 миллионов от развития застроенных территорий, и по предоставлению сведений с АГД 450 тысяч рублей. Что еще? Отдел финансовой и инвестиционной деятельности у нас в основном, получается, ведет контроль над финансовым обеспечением мероприятий, которые осуществляются в том числе нашими подведомственными учреждениями. Это муниципальное казенное учреждение «Главстрой» и муниципальное бюджетное учреждение «Главное архитектурно-планировочное учреждение». «Главстрой» у нас занимается всеми вышеперечисленными мероприятиями по строительству, ремонту, капитальному ремонту. «Главаку» у нас занимается предоставлением муниципальных услуг в части градостроительства, выдачи разрешений, топосъемок и так далее. Финансирование их деятельности осуществляется нами, контролируется нами как главными распорядителями бюджетных средств. Средства доводятся в соответствии с решением Якутской городской думы. И основной задачей, получается, нашей является контроль за исполнением бюджета города Якутска. Что еще? Так, спасибо. Всем до свидания.